Здравствуйте, друзья! Теперь на нашем канале не идут спасения в том количестве, как было раньше. Просят многие спасти, успеть, пока не выкинули, пока не усыпили, пока не выкинули с этажа. Иногда реально надо успеть забрать у неадекватных. И смотришь на все это, как в фильме ужасов, и не знаешь, за что хвататься, потому что спасать значит платить, а нам самим, на спасенном выжить бы. Раньше я на корм собирала раз в месяц, и каждый месяц кого-то продолжала спасать. А теперь только смотрю, вот этого беленького усыпили, не спасли. Вот эту кошку, нет, не в подъезд выкинули, а с 11 этажа. Раньше я много забирала таких за 5 минут до смерти. А теперь думаю, как прокормить на спасенных и как пристраивать в больших количествах и в самые лучшие ручки. Поэтому много животных погибает из-за отсутствия средств у волонтера. Мы не можем им прийти на помощь. Но я расскажу вам, и может быть теперь вы сами заберете себе. Вы-то точно можете, у вас же нет сотен животных, люди. Вот, например, белого пуделька его собираются усыпить через неделю, потому что у хозяина работа – это командировки, и оставлять не на кого. Ему жить-то осталось несколько дней. Мальчик Тошка, килограмм 7, здоров, активен, но возрастной, лет 10, радуется пока жизни. Основание для усыпления – командировки хозяина. Или вот маленькая собачка, килограмм 6, в 5-летнем возрасте вдруг надоела. Соседка успела только дать объявление, а на следующий день хозяин вывез ее и выкинул на мусорку с игрушками и с лежанкой. Ну и второго вот этого вот мелкоша вывез он куда-то в частный сектор. Вот сейчас эта женщина, которая подавала объявление, с работы отпросится, поедет, его поищет. Только дали объявление, сразу же усыпляют, выкидывают. Да вы что делаете-то, ё-моё? Ой, вообще жалко, ой, жалко. Ну, дай бог, может, найдет сейчас. Соседка поехала искать, сидел, дрожал у помойки. Друзья, кому привезти этих маленьких? Ну, хоть малышей-то разберите, привезем же. Друзья, у нас, как я уже рассказывала на стриме об Алиске, подошло время сделать заключительное КТ с иммуногистохимией. Она прошла 12 сеансов химии. Прошли многое. Мы помним, что венсаркома слизистых лечится. Вот она у нее и была в носоглотке. И мы показывали, как она задыхалась в феврале, в марте. И вот какой результат сейчас. Но чтобы убедиться, что не остались очаги для дальнейшего разрастания, конечно же, надо сделать КТ, чтобы не начать потом химию делать сначала. Конечно, химия ослабляет организм, и чтобы его поддержать, выжили из бюджета и купили Алиске корм, натуралку, что очень-очень любят собаки, а ей особенно это необходимо и полезно. А теперь я прошу вас, помогите, пожалуйста, собрать на обследование, на заключительное КТ. Так хочется, чтобы она была здорова, чтобы ее можно было пиарить и искать ей семью, этой замечательной собаки. Она многое прошла за 3 года, начиная с ППЖ. Друзья, мы записаны на обследование с ней на завтра, а стоить это будет в районе 30 тысяч. Нам очень нужна ваша помощь. Нельзя бросать ее на полпути. Надо довести дело до конца. Друзья, пожалуйста, я прошу вас, помогите. Пожалуйста, помогите поставить точку в этом вопросе спасения конкретной собаки. Друзья, ну и теперь я вынуждена каждый ролик просить вас на корм. Сегодня я показываю другую передержку, где у меня живут 57 собак. Элька, Элька, Элька. Элька, Элька, кто мне тут пузико дает своя почесать? Ой, кто-то мне пузико дает почесать. Виолка пришла. Ой, танцулька пришла. Танцулька пришла. Виолка. Вот Гагарик. Гагарик, наш Гагарик. Гагарик, Гагарик. Да. О,
Медок, Белка, Купер, Брайан. Моя ты радость, да. Моя девочка. Ой, моя волосатая собака. Что ж ты меня сделала-то? Телефон роняешь. Да? Роняешь телефон. Кто такой волосатый у нас? Кто? Это Нонка, дочка ее. Вот какая. Да, вон Тин подошла. Да, Тин? Тина. Тинка, да. Терочка у нас. Ой. Так, здесь у нас. Вон они все гуляют. Да, вон водички налили. Так. Все эти собаки были на краю гибели в ППЖ. Обо всех я вам рассказывала в роликах. О каждой можно найти ролик, как спасали, как загрызали в ППЖ, какими были жалкими, угнетенными, несчастными, забитыми. Многие не стояли на ногах, многие не выходили из угла, стелились от страха по земле. Обо всех есть что вспомнить, и есть все в моих архивах. Можно сказать, это собаки, спасенные кровью и потом. Это собаки, спасенные с вашим участием, друзья. Конечно, сейчас их не узнать, но чтобы они такими стали, это кропотливый, тяжелый, ежедневный труд на протяжении нескольких лет, на который не согласится никто, даже у кого есть земля. Все это прекрасно и грустно, потому что их надо кормить. Кормить ежедневно. Они живые, и есть они хотят всегда. Друзья, давайте теперь собирать на корм на другую передержку. Без вас не выжить, не прожить. Я вас очень об этом прошу. Я объявляю день стольника, друзья. 3 дня стольника.